Итак, сегодня в 21:00 итоги недели. Накануне на территории мемориального комплекса жертвам репрессий прошел захватывающий квест «Историческая головоломка в действии». Тайна бронзовых всадников таила в себе множество вопросов. Как и кому удалось добраться до заветного сундучка, расскажет Зелимхан Калоев. Направления и команды определены, маршруты и ходы засекречены. Историческая квест-игра «Тайны бронзовых всадников» собрал на мемориальном комплексе 2 команды по 8 человек в каждой. И главное условие – разбегаться на разные участки нельзя. Ребятам все время нужно держаться вместе. Телефоны запрещены, прибегать к ним можно только 2 раза на протяжении всей игры. А следят за этим координаторы. Долго не думая, получив свое первое задание, команда РСМ первой ринулась в бой. Однако игра оказалась намного сложнее, чем ожидали. А тем временем соперники РСМ, команда фейсбуковцы, уже на следующем этапе, где игрокам нужно вспомнить год рождения знаменитых ингушских героев. Последние 2 цифры года – освобождение советскими войсками города Малгобек. После чего должен получиться телефонный номер. Там и поджидает следующий тур. И такие, на первый взгляд, легкие, но в то же время достаточно запутанные вопросы поджидают команд на протяжении всех 9 этапов. В каком году 4 ингуша участника Великой Отечественной войны Костоев, Мальцаков, Аздоев получили звание Герой России? Последние 2 цифры года открытия мемориального комплекса жертвам репрессий. Мы угадали фамилии погибших 22 июня 2004 года. Ну и нашли вот, что означает вот это сочетание, этих фотографий. Это означает, что танк 54. Вот. Игра квест требует интеллектуальных знаний, нестандартного мышления, сообразительности и командной работы. Целый мемориальный комплекс превратился в настоящую битву пиратов в поиске за сокровищами. Тайны бронзовых всадников, несмотря на моросящий дождь, пытаются разгадать все участники квеста. Головоломки, шифры и вопросы поджидают буквально на каждом шагу. Вот и в одном из этих фонтанов запрятана маленькая подсказка, но ребята узнают об этом только чуть позже. Впрочем, заданиями организаторы квеста постарались на славу. Патриотическое воспитание, проверка знаний об исторических событиях, личностях, героях, фактах и памятниках, находящихся на мемориале памяти и славы – одна из ключевых задач игры. У нас в основном идут логические, они должны быть разгадывать шифры и даты, определенные даты, звонки производить на телефон, на который номер тоже, который они должны угадать, и позвонить человеку, который отдаст им шифр. Такие интересные задания. Сначала я заметил, что им было тяжело, но потом вроде бы они начали вникать в игру, в задания, и сейчас уже на 3-й точке. Среди игроков есть и бывалые. К примеру, Мустафа Гомкартиев где только не играл в квест. И каждый раз им, как и всех участников, движет непреодолимый азарт и воля к победе. Однако озадачили тут и самых опытных. Этот квест вообще самый такой сложный, потому что тут просто логически думать, вспоминать даты исторические. Приходится знать всю историю своего народа. И, конечно, ты никогда не знаешь факты и даты, это бывает трудно. Конечно, трудно. И очень интересно. Пока одни ломают голову над очередной задачей, другие в шаге от победы. Сейчас им необходимо уже внутри музея найти ключ от сейфа, в котором и лежит тот сундук с золотом. Подсказки исчерпаны, а телефоном воспользоваться уже бессмысленно. Тут главное внимательность и бдительность. После нескольких минут поисков ключ нашелся рядом с одной из картин. Теперь дело за малым – отыскать сейф, но с этой проблемой фейсбуковцы справились в 2 счета. Лично я никогда не принимал участие в таких играх. Сейчас первый раз. Некоторые задания были сложные, некоторые, на мой взгляд, очень сложные, некоторые легкие. Но тут команда хорошая подобралась. Так что, интересно было. Время весело провели. Дать своей команде слегка неординарное название фейсбуковцы решили не случайно, поскольку всех их связала именно эта соцсеть. Я познакомился с ребятами, еще живя в Петербурге, через Facebook. Также и с Зарифой, которая замдиректора этого мемориального комплекса, которая организовала эту интересную игру. Спасибо ей большое. Спасибо всему коллективу комплекса за это. Конечно, я рассчитывал, что мы будем сидеть в каком-то помещении в теплом, с умно видно отвечать на вопросы. Вместо этого нам пришлось побегать по мемориалу.
Победители определены. Теперь в качестве главного приза их ждет абонемент на бесплатное посещение ледовой арены. Так как Ночь музеев в этом году выпала на месяц Рамадан, сотрудники музея накрывают столы на территории комплекса для совместного ифтара, где жители не только смогут вкусно поесть, но и с пользой провести время в ходе очередной викторины Хойшана. Зулимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.